Этот человек только что проплыл больше 30 километров. Как тебе? Я, конечно, не знаю, кто поставил, но это секрет. На самом деле с камерой, может, конечно, ничего и не случится. Да, тут она даже включается. Вынь аккумулятор. Вообще монстры, они пересекли фарватер. Всем привет! Вы на канале Отмороженной, и сегодня я продолжу рассказывать о путешествии в рамках проекта «Блогер под рюкзаком». Если вы не смотрели первую часть, то я настоятельно рекомендую это сделать. Ссылочка на ролик будет вот тут. А если коротко рассказать, то 7 отважных ребят, российских блогеров, отправились в Синск, чтобы оттуда начать сплав по огромнейшей лени на крутейших покрафтах, резиновых лодочках, если говорить простым языком для обывателей. В общем, что из этого вышло, смотрите прямо сейчас. Сейчас мы скоро отправимся на сплав именно по реке Лени. Особенно этому сплаву счастлив Петр. Он прям светится от счастья. Предстоит вот это все дело загрузить в нашу лодочку. Я вообще не представляю, как она это все будет тянуть. Особенно мое барахло. Ладно. Потихо поплывем сейчас скоро. Нашим путешественникам предстоит пройти от Синска до Ленских столбов 30 километров. Далее до острова Чкалов еще 24 километра. Оттуда прямиком до села Тайо-Нары 35 километров. Следующий пункт – устье Усть-Ботомы 25 километров и до Качекац финальные 11. Пока ребята плывут, напомню вам, что продолжается конкурс, для участия в котором необходимо зайти на платформу Иви по ссылке в описании и ввести мой промокод Катя. Он дает право на 30 дней использования этого сервиса. Далее нужно посмотреть фильм «Отец» и ответить на вопрос, кем на самом деле оказались Кэтрин и Билл. За это вы получите вот такой браслет, с помощью которого сможете оплачивать покупки, а еще 30 дней смотреть крутые новинки от Paramount на Иви. Ну супер же! Этот человек только что проплыл больше 30 километров. Нет, это видео. Уставшие, но довольные ребята дошли до первой точки для ночлега – турбазы Батамай, которая находится на левом берегу реки Лена. То есть завтра им предстоит переплыть Лену и увидеть ленские столбы во всей красе, так как сейчас они просто закрыты дымом. Итак, пока ребята приходят в себя, мы пройдемся по турбазе. Здесь есть огромная территория с отличными домиками на несколько человек. Вот такая вот маленькая деревенька, состоящая из таких вот компактных домиков. Но скажи одно, матрасы супер тонкие. Поэтому таким костлявым людям, как я, будет не совсем удобно спать. Якутский балаган. Это именно пример вот якутского балагана, когда именно койко-места расположены по бокам. Кафе, кухня, туалеты и просторная терраса. А еще у них тут есть банька. Поэтому если вы прям устали после длительного плавания, да, Петр? Да мы вообще по смерти после длительного плавания. Че, экскурсию проводишь? Надо тоже сделать. Да. На следующий день уже со всеми вещами мы отправились на тот берег покорять Ленские столбы.
По традициям народа Саха любое дело должно начинаться с алгыса, обряда, в котором человек просит разрешения у духов. Ведь не забываем, что такие места, как Ленские столбы, всегда у северных народов считались сакральными, так что лучше лишний раз перестраховаться и в путь. Мы начинаем наш поход наверх. Ленские столбы. Наш экскурсовод, гид Олеся. Длина этой тропы 2 километра, подъем почти в 45 градусов, а высота около 220 метров. На все это ушло порядка 30 минут. На полпути нам показали памятник древнему морскому животному, так называемая трилобитовая стоянка. Ведь 500 миллионов лет назад здесь было море, а вот такие гиганты в нем обитали. Просто мурашки по телу. Но по-настоящему дар речи от происходящего начинаешь терять наверху. Как тебе? Море. Кстати, о море. Я уже говорила, что изначально именно оно здесь располагалось, а известняк, оседающий на его дне, сложился в большую скалу. Около 400 тысяч лет назад эта скала начала подниматься на поверхность благодаря тектоническим плитам, которые пришли в движение. Многие столетия эти скалы обветривались и точились дождем. В результате самый лучший скульптор природа создала вот такую красоту. У меня только один вопрос. Кто и как туда установил крест? Насчет этого вообще много разных всяких легенд. Угу. Ну а так, я, конечно, знаю, кто поставил, но это секрет. Большой секрет. О, где? А так, ну типа легенды, что ли, про Манчары. Это типа Василий Манчар туда поставил? С этим местом вообще связано много легенд. По одной из них при произнесении особого заклинания скалы раздвигаются, и появляется город неописуемой красоты, где ждут своего времени древние боги. Они должны прийти людям на помощь, чтобы подарить им добро и научить жить в гармонии с окружающим миром и собой. Ребятам удалось здесь провести не только день, но и ночь. Часть группы разместилась прямо на берегу прекрасной Лены, а часть в домике лесничего. В этом гамаке собирается спать Олеся. Я положила туда шкуру, чтобы точно не замерзнуть. Не, ну господи, ну в принципе тут она будет спать на весу. У него спальник, до скольки у тебя? Плюс 15. В общем, этого недостаточно. И забегая вперед, сообщу, что Олеся ночью выкрыла еще одну шкурку. Здесь ночует у нас в палатке знаменитый блогер. Блогер знаменитый Петр. Вы живы? Да. Как ваши ощущения в палатке? Нормально все. Все нормально? Не Да. жарко? Вообще зашибись. Да? Ну ладно. Ну и как подобает в больших компаниях, перед сном за вкусным ужином от каши из топора ребята делились разными мыслями и даже рассказами. Рассказ у классиков называется «Сон Макара». И вот там один якут умирает и отправляется к большому Тайону, то есть к большому начальнику, богу. И по дороге видит своих коллег, которые, своих односельчан, которые в разное время умирали, и начинают взвешивать добрые дела его и грехи. И получается, что грехов вроде бы много, и они объемные, а хороших дел меньше, но они очень много весят. И в итоге чаша перевешивает, и вот этот Макар просыпается. Это вот про ваши места такой рассказ замечательный. Сон Макара. Обязательно нужно прочитать. Обязательно. Я пришел на берег, чтобы посмотреть, как поживают наши самые дикаристые дикари.
Кстати, о дикарях. Переночевать на берегу ребятам помогла одна вещь. Ловите мой лайфхак все любители охоты, рыбалки, туризма и активного отдыха на природе. Он на экранах. Специальный защитный костюм от фирмы Биостоп. Вообще они противоэнцефалитные, но еще великолепно защищают от гнуса. За 9 лет ношения этих костюмов ни разу не было еще укуса от клеща. А помимо клещей он защищает еще и от гнуса, слепней и комаров. То есть вас еще никто не закусает. Здесь есть ловушки специальные от клещей. Тканевые складки задерживают клещей на участках костюма, обработанных специальным препаратом. В течение 3-5 минут после попадания в ловушку клещ теряет активность и погибает. Самое крутое, что такой костюм можно стирать больше 50 раз, и он не потеряет своей суперсилы, то есть пропитка все еще будет работать. Magic! А когда будет очень много гнуса, вы сможете воспользоваться антимоскитной сеткой. Итак, Да, эта сетка много раз спасала всех участников сплава. В общем, возвращаемся на берег. Ни одного комара, ни одной мошки. Петя храпел так, что камни содрогались. Вообще невозможно было уснуть от храпа. Слушай, ну что, как? Серьезно? Даже не замерз? А? Даже не замерз ночью? Я уж не замерз, потому что прохлада была очень осторожна, когда с утра уже проснулся. После такой чудесной ночи буквально часик, и ребята снова в покрафтах. День какой у нас? 5-й. Мы отчалили из нашей базы на Линских столбах. И нам сегодня предстоит проплыть около 25 километров. Но говорят о том, что тут именно идеальное течение. Вы посмотрите, вот под таким видом мы будем сегодня плыть. Второй день сплава ребятам дался намного легче, и местами все это вообще напоминало литературный вечер. Как учитель среди шалунов, иногда океанский проходит меж них теплоход. Под винтами кипит снеговая вода, а на палубе красные розы и лед. И все бы ничего, пока ребята не решили устроить целый перформанс на реке. Зацените сами. Дальше началась паника. На покрафты надвигалось большое судно. А так как ребята вышли на фарватер, говоря проще, проезжую часть речки с сильным течением, пришлось быстро грести к берегу и сажать квадрокоптер там. Только во всей этой суматохе камера Пети выпала в Лену. Не-не, вот примерно где Семен стоит, ближе к лодке, мне кажется. На самом деле с камерой может, конечно, ничего и не случиться. Вынь аккумулятор. Но это была не последняя трудность этого дня. Прямо сейчас нас ожидает самый сложный участок нашего пути. Сейчас мы будем пересекать фарватер и стараться попасть между двумя островами. Ну и сейчас мы отчаливаем. Так что будем следить, что будет далее. Вот посмотрите на этих ребят. Они за час 13 проплыли 7 километров. Вообще монстры, они пересекли фарватер реки Лена. Вообще монстры, молодцы. Мы прибыли, вот это. Мы речные монстры? Да, кракены. Вот нас встречают местные жители. Сейчас мы к ним подплывем. Ну а что же было дальше, мы узнаем с вами совсем скоро, в следующем выпуске. Так что, ребят, если не подписано, подписывайтесь и обязательно не забудьте включить уведомления, чтобы не пропустить следующий ролик. Также помним, что проходит классный конкурс, все условия в описании этого видео, а результаты я подведу через неделю в моем инстаграм. Кстати, вот он. Также не забудьте подписаться, если этого еще не сделали. Там много разной полезной информации для тех, кто путешествует по Якутии. Итак, друзья, до встречи в комментариях. Всем пока-пока!